Структура районного здравоохранения в 2024 году была представлена круглосуточным стационаром на 69 коек и дневным стационаром на 23 коек, районной поликлиникой на 185 посещений в смену, 5 врачебными амбулаториями и 3 фельдшеро-акушерскими пунктами. По штатному расписанию врачей предусмотрено 50,25 единиц. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 81%. По среднему медицинскому персоналу укомплектованность составляет 97%. По программе «Земский доктор» у нас работает 7 специалистов, в том числе врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые и врач-анестезиолог-реаниматолог. А по программе «Земский фельдшер» работают 4 специалиста. В плане профессионального роста направляем на обучение специалистов по повышению квалификации и по профессиональной переподготовке. В этом году прошли обучение 78 специалистов. Также в этом году прибыли 12 молодых специалистов, из них 5 врачей и фельдшер во врачебной амбулатории в село Кептин. И также молодые медицинские сестры, окончившие в этом году средние профессиональные учебные заведения. Я сейчас работаю по программе «Земский доктор». Я сама с родом Бескёль, села Бескёль, горного района. И когда я училась в медицинском институте, я уже хотела работать в горном районе для своих людей. За год в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были оснащены диагностическое отделение эндоскопическим аппаратом, цифровым маммографом, хирургическое отделение наркозно-дыхательным аппаратом, электроножами, клинико-диагностическая лаборатория биохимическим анализатором, централизованное стерилизационное отделение дезинфекционной камерой, прачечная новыми стиральными машинами, детская поликлиника новыми детскими офтальмологическими оборудованиями, отделение скорой и неотложной медицинской помощи с системой теле-ЭКГ и в рамках программы «Доступная среда» гусеничный лестничный подъемник. В прошлом году к нам поступила эндоскопическая стойка с гастроскопом, который позволяет обследовать верхние отделы желудочно-кишечного тракта с возможностью взять биопсии для более детального обследования. В прошлом году проведено 311 обследований. Аппарат позволяет выявлять патологии желудочно-кишечного тракта, такие как язвы, гастриты, полип, онкопатологию. И при экстренных кровотечениях позволяет обкалывание для остановки кровотечений. В 2024 году к нам поступил цифровой маммограф МР «Диамант» от Севкаф Рентген по проекту здравоохранения. Отличается тем, что отправляет все снимки в Центральный архив медизображений, используется при прохождении диспансеризации. Аппарат выявляет изменения молочной железы на ранней стадии. Имеет очень хорошее разрешение, и можно увидеть все. У нас есть анализатор для количественного определения сердечных ферментов. Он определяет креатинкиназу, тропонин, миоглобин. Очень нужный анализатор для срочного, быстрого определения острых миокардов инфаркта. Благодаря этим анализаторам наша работа облегчилась и очень хорошая помощь нашим пациентам больным. Перед вами новый высокопроизводительный аппарат Mindray 240 Pro. Выполняет в час около 240 фотометрических тестов. Процесс у нас начинается с того, что нам привозят биоматериал. Мы проверяем его на наличие гемолиза, все ли правильно собрали. Далее центрифугирование, и потом вводим данные в программу, штрих-код, ID пациента, и потом далее загружаем исследуемые образцы в барабан реакционный, и далее аппарат уже выполняет анализы, которые мы задали, вбили в программу. В
числе первостепенных задач горной ЦРБ проведение профилактических мероприятий для устранения непосредственных причин и условий, порождающих заболевания. За 2024 год диспансеризацией и профилактическими приемами была охвачена большая часть населения горного улуса. План по диспансеризации взрослого населения, по углубленной диспансеризации взрослого населения, также профилактические медицинские осмотры населения, в частности, медосмотр несовершеннолетних, были достигнуты более чем на 100%. Так, в отчетном году также была введена пилотная программа. Это оценка репродуктивного здоровья населения, так и мужчин, так и женщин. В этом году в отчетном план был достигнут на 100%. Она проводится с целью того, чтобы выявить раннее бесплодие. Для улучшения паллиативной помощи горная ЦРБ продолжает работу в пилотном проекте «Система долговременного ухода» совместно с Министерством труда и социального развития Якутии. Проект разработан в целях обеспечения ухода, патронажа и оказания медицинской помощи на дому. В системе долговременного ухода у нас состоят 58 пациентов. Продолжается практика применения высокотехнологичной медицинской помощи, малоинвазивной операции интрамедулярными штифтами при переломах бедренной кости, малоинвазивной операции холецистектомии, что позволяет пациенту быстро реабилитироваться. Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям осуществляются выезды мобильной врачебной бригады в Наслега, в том числе труднодоступные. Мимо проведения консультаций врачами проводится отбор пациентов, нуждающихся в дальнейшем обследовании в условиях Центральной районной больницы и республиканских медицинских организаций. В прошлом году, в 2024 году, в нашем районе хирургическая бригада республиканской больница номер 2 Центра экстренной медицинской помощи отработала именно выездные бригады в мае и октябре. Всего осмотрено более 180 пациентов по поводу консультации и обследования. И выполнено где-то 130 операций по поводу желчекаменной болезни, варикозно-расширенных вен нижних конечностей, артрозов тазобедренного сустава и искривления носовой перегородки, то есть пластика, септопластика. И по поводу геморроя, удаления геморроидальных узлов. Совместно с Якутской республиканской офтальмологической клинической больницей отработана схема маршрутизации пациентов через трансфер. Организовывается для проведения оперативного лечения выезды мобильных офтальмологических бригад в район и выезды автобусов с пациентами в Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу. У нас открылся кабинет охраны зрения в горной ЦРБ, где мы лечим детей до 18 лет с диагнозами спазмы аккомодации, амблиопии, косоглазия, так и прогрессирующая миопия, близорукость. Наша больница приобрела аппарат для лечения, Визотроник, Спекалем, Амаатас. Так, еще есть игровые программы, улучшающие зрение. Сперва приходят на прием к офтальмологу или выявляются на медосмотре в школе или в детских учреждениях, детсадах. После этого рекомендуется аппаратное лечение, направляется на кабинет охраны зрения. По внедрению цифровизации организация реализует проект «Цифровой профиль жителя горного района», в рамках которого собрана карта здоровья каждого жителя в цифровом виде в единой информационной системе. Внесены все случаи оказания медицинской помощи. Мы работаем по программе «Артемис». Очень удобно, все очень удобно. Если они ходили, например, в другую организацию, в другую больницу, то там все уже видно по полочкам. И все анализы, все диагностика, например, рентген, снимки, например, видим по Архимеду, анализы по веб-лабораторию, это все у нас в компьютере. Все взаимосвязано, никуда не ходишь. Все по компьютеру, по программе по Артемис работаем.
В рамках программы «Эффективный регион с применением методов бережливого производства» горная центральная районная больница соответствует уровню местного образца. Всего внедрено 10 проектов, из них в 2024 году внедрено 5 проектов. Организовано сообщество пациентов с ишемической болезнью сердца и прикреплено кураторство. Внедрена догоспитальная тромболитическая терапия пациентов с инфарктами миокарда. Она позволяет восстановить кровоток сердца, снизить риск развития фатальных осложнений. У нас внедрена система теле-ЭКГ. Это мобильная телемедицинская сеть для экстренных ЭКГ-исследований. Электрокардиограммы пациентов по сети передаются непосредственно с мобильных комплексов на компьютер врача для описания и вносятся данные теле-ЭКГ в медицинскую информационную систему. Такое устройство позволяет провести исследование на дому у пациента, получить заключение и установить диагноз сразу на месте. Также улучшено оказание помощи и маршрутизация пострадавших при ДТП. С этой целью проведены несколько тактических учений по оказанию помощи и межведомственному взаимодействию. Оптимизировано межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. В рамках проекта бережливого производства организован кабинет неотложной помощи для детей с признаками ОРВИ. Прием ведется без записи фельдшером. Ребенок с повышенной температурой, кашлем, насморком принимается в день обращения. Кабинет неотложной помощи с отдельным входом. Ранее прием проводился с педиатрами с общим потоком больных и возникала возможность заражения здоровых детей с вирусными инфекциями. Благодаря этому кабинету ребенок может подойти в день обращения, в день заболевания. По завершении реализации проектов горной ЦРБ присвоен статус «Лучший практик местного образца». В соответствии с пилотным проектом «Стимул» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и цифровизации здравоохранения Российской Федерации проводится работа по улучшению качества оказания помощи, профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения и маршрутизации пациентов. И по реализации запланированных мероприятий и по оптимизации процессов оказания помощи в больнице присужден сертификат о соответствии требованиям, установленным стандарту системы управления медицинской организации, направленной на повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью с оценкой 4,5 балла из 5.